Голая правда. Шел Первый мировой, армяне не знали покой. Написав царю донос, армяне захватили понос. Обещали со спины ударить, судьбой османской базарит. Раб пошел против хозяина, думал свалить своего барина. Вероломство было царю выгодно, но Господу, наверное, было угодно, чтоб турки разузнали об этом, предателей наказали ответом. Адъютант царя генерал Нахчеванский отправил срочную депешу тюркам по-братски. Тюрки не истребляли армянов, а высылали. На окраину империю пожить послали. Но оборзевшие армяне бунтовали, дурацкие головы свои в петлю совали и получали по заслугам. Депортировали. В Сирию предателей армян этапировали, а воевавших против тюрков гладили по башку. Они не получали в ад отмашку, погибая, переносили себе в жертву царю. И эту голую правду я армянам дарю. Истреблений не было, как истребляют палестинцев, и выселений не было, как выселяли азербайджанцев. Только при Хрущеве армяне вспомнили про геноцид, при этом забывая про жертву царю и про суицид. И начали раздвад вместе с русскими небылицы. Вранье продолжается, находятся новые очевидцы, а горькая истина всегда висит на видном месте. Если кто желает, давайте почитаем вместе. При этом 70 тысяч армян живут в Турции. Армяне не делят с тюрками, хотя одной порции. Ни один турок не живет в Армении, во дворе. Выжили всех тюрков и имущество обворовали.